Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Мусульмане всего мира отметили Ид-аль-Фитр. Как прошел праздник в Чеченской Республике и с какими словами обратился глава региона к верующим, расскажем в нашем выпуске. В Грозном открыли 200 таунхаусов для нуждающихся семей к празднику Ид-аль-Фитр. Торжественную церемонию посетил глава региона. Преображение столицы региона продолжается. Рамзан Хаджикадыров совершил ряд инспекций по важным стройплощадкам Грозного. Глава региона вместе с членами семьи и соратниками посетил могилу первого президента Чеченской Республики. Внуки Ахмата Хаджикадырова, Ахмад, Али, Адам и Хамзат прочитали суры из священного Корана. Вместе присутствующие сделали дуа, прося у Всевышнего милости, прощения и высших степеней рая для Ахмата Хаджи и всех шахидов. В минувшую пятницу мусульмане всего мира отметили один из главных праздников – Ид-аль-Фитр. С окончанием священного поста жителей республики поздравил Рамзан Хаджикадыров. Он совершил ид-намаз вместе с соратниками и посетил могилу своего отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. Между тем, поздравить лидера субъекта и его семью с окончанием священного поста в Ахмат-Ют прибыло множество людей. Подробнее далее в сюжете. Ид-аль-Фитр – один из главных исламских праздников, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В этот день верующие совершают коллективную праздничную молитву, выплачивают обязательную милостыню закат аль-Фитр и посещают близких, разделяя праздничную трапезу. Еще до рассвета в родовом селе главы Чеченской Республики Рамзана Хаджикадырова собрались представители власти, силовых структур, религиозные деятели и многие другие. Вместе они совершили коллективную утреннюю молитву. После глава региона с соратниками посетил кладбище, где почтили память первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. Здесь же советник главы республики муфти Салах Хаджи Межиев сообщил, что верующие, желая посвятить награду за богоугодные деяния Ахмату Хаджикадырову, совершили масштабные духовные чтения. Kur'an'a şovzayit ezir hatımdu. Maşallah. Peygamber dilin sallallahu aleyhi ve sellem samiliyat salvatdu. Suratul Fath qiba ezir suratul Fath du. Şovzayit ezir. Peygamber xiyasvaş yeş mavlat yu. 200 tisući kuludu. 500 tisući suratul Yasin du. Hasbiyallahu wa ni'mal vakil boştak 500 tisući du. Одной из обязанностей мусульман является закат аль-Фитр – пожертвование части имущества нуждающимся. Он выплачивается в конце священного месяца Рамадан. В семье Кадыровых этот обряд традиционно проводят под руководством председателя Совета алимов Республик СКФО Хож Ахмеда Хаджи Кадырова. Перед молитвой Ид-аль-Фитр Рамзан Хаджикадыров традиционно поздравил жителей региона и всех мусульман с праздником в прямом эфире ЧГТРК Грозный и подвел итоги месяца.
دول هو شردون ريسبوبليكا عدركو بدرش بين مغربات أحسن سون على بات بوش ثاني إيرسيا داير خليل على درقون قالوا على نيسبول دار إيمان شوال دول دون دار بات صابول دار موشة حيق مدول دار إيرسيا دار دول هو مغربات شملات تقوش سادرنا شبع وقصن ديال تشبه نعم صوت نتيس فلوتو نبورش يلا يشتغل عبوجان يلا لسات كتيس شكود ساعة نشدي حقوي دو مغربات أصدام مغربات أطلس كذي غيل جان على موشي بولشانا نزداشي جانا ويدون حاجة عش شوز أحجاد يلا ويد مغربات بولش يلا مغربات شق بولش يلا دون بلاتسك مغربات تاداستي تاد خداد حش كوش تيش قلبي ويدو قدام. Праздничную молитву верующие совершили под руководством Хож Ахмеда Хаджи Кадырова. Здесь же советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахиров прочитал проповедь, в которой рассказал о значимости празднования Ид-аль-Фитра. وداخل خطاب دول سالش الله دار قوم الغيبة ويتقن يشترك كلهم أنش ويقوم وقت خبردوك ويمحقع يوشل مرشو أرديل نعمك ويلرد المشتلحة وسمنيخ ورتبق بيشبرك. В течение дня поздравления звучали повсюду. Разделить этот светлый день с Аймани Несиевной и Рамзаном Хаджи Кадыровым приехали родные, односельчане, богословы, деятели культуры, спортсмены и многие другие. Сам глава региона также навестил своих родственников, начав с села Ахмат-Юрт. Там он посетил мать Медни Кадыровой. Затем Рамзан Хаджи Кадыров поздравил своих сестер Зарган и Райхан, пожелав им милости Всевышнего Аллаха. В этот день глава региона навестил и своих дочерей. В числе визитов и дом Хавсы Кадыровой. Ид-аль-Фитр отмечается в течение 3 дней. В это время мусульмане посещают родственников, друзей и знакомых, разделяя радость праздника. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени своего дедушки Абдулхамида Кадырова в Ахмат-Юрте. Пятничную проповедь прочитал ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Абдурахим Мутушев. بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عز وجل وإن. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов прибыл в Грозный, чтобы поздравить семью Рамзана Хаджи Кадырова с праздником Ид-аль-Фитр. Встреча прошла в теплой обстановке за накрытым столом. Калиматов также навестил и поздравил президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну. يلا وافيا ما قابل دوستنا حوض حبيبي لا نسمع ايش هو مدير الرجال عادي انا قابل اسمعني حمدي
تقول ده حبيبي ما بش يلا نعمل يلا потихоньку. В праздничные дни глава региона посетил дома своих соратников. Он побывал у депутата Государственной Думы Российской Федерации Адама Делимханова, председателя правительства Республики Магомеда Даудова, а также первого заместителя министра спорта России Одессы Байсултанова. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил их с праздником Идаль-Фитр. Второй день праздника Рамзан Хаджи Кадыров начинает с визита в дом депутата Госдумы Российской Федерации Адама Делимханова и членов его семьи. В ходе встречи они вспомнили пройденный путь, обсудили важные вопросы. Адам Делимханов подчеркнул роль первого президента Чеченской Республики и Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в формировании стабильности и развития региона. Идея мастер убош, там от боква тая бух вабилен, вой наварне, да харлерда, тахдидин чехдаха, тулмасана хейл хитам лойда мула. Рамзан Хаджи Кадыров также посетил семью председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова и передал им поздравления. أحق حليل تحليل نسونا قاعد ينسون صندوق حقوق شبيش بليون بيسون يقع بيسي دوشنا ويورد هم دولودين صندوق رتان أحفظ عميتشن عن عوش بغا بيجي بديون أي يورد خاتسان نوس يورد عبديون إيش بيزاويز مثلا ليريز بيزاويز. Следующей точкой визита стало село Илсханюрт. Рамзан Хаджи Кадыров навестил семью первого заместителя министра спорта России Одессы Байсултанова. مصر ماركو بالخليين هم يصبر دال وين تبرزدلن دلن بوكار دال مولا وهر مرحبا ليرن شهدي دكتور. Несмотря на насыщенный график, Рамзан Хаджи Кадыров ежегодно навещает семьи близких и соратников. Каждый год он лично поздравляет их с праздником. Такие встречи уже стали доброй традицией. Хава Ахмадова, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров также посетил дом советника главы Чеченской Республики муфтия Салаха Хаджи Межиева. Он лично поздравил его и всю его семью с благословенным праздником. Главного гостя встретила мать Салаха Хаджи Межиева Эсит. بالي يلشي أستاذ رئيس خليل دعشي دكاشي بكي ترد مو في صلاة عياش ما تصايع يقول بزن قال هو بيز تو الله ده خواه ويلقى ده مقش Муфтий республики преподнес главе региона ценный подарок – ткань кисва, которой была покрыта священная Кааба. В Грозном состоялось торжественное открытие современного жилого комплекса, рассчитанного на 200 таунхаусов. Проект реализован за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строителям поставили цель успеть до праздника Идаль-Фитр, и с этой задачей они справились. Инициатором проекта стал глава Чеченской Республики, который лично принял участие в церемонии открытия. Сюжет Висхана Закриева. На торжественную церемонию открытия 200 таунхаусов прибыл глава региона вместе с соратниками. С приветственным словом выступил мэр Грозного Хас Магомед Кадыров. На реализацию этого масштабного проекта было направлено около 2 миллиардов рублей. В преддверии одного из самых светлых и долгожданных мусульманских праздников Идаль-Фитр 200 семей получают ключи от новых, комфортных и полностью меблированных домов. Важно отметить, что вместе со строительством жилого комплекса были проведены масштабные работы по благоустройству территории, были заасфальтированы улицы и построены 2 парка общей площадью 16 тысяч квадратных метров. В ближайшее время здесь также появятся медресе и мечеть более чем на 1000 мест, которые станут духовным центром для жителей жилого комплекса. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил новоселов с радостным событием.
Он подчеркнул, что благодаря новому жилому комплексу 200 семей смогут встретить один из главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр в новых современных домах. Tan okat bokpamo bine şibad tanahos ondumdu atladı çumadas iddaç kaysa gadami haniz okas vamas neskegamis so şabeş nahçubotabu Чубоч беш рид нискнаш дукбеш деш участники СВО Ахмад Хаджи схалах волчин дакалан болс эйда безал угри нуждающий оставен чубойтан узбилен гайтна вас тан две малабуч якболш ядош эйден дош иданис да зок соут астин дац эхосмаусина дац мы масалабен вобу. После глава республики вручил новоселам документы на жилье. Вручаются документы от таунхаусов Мусаеву Борису Умархаджиевичу, Насаеву Адрахману Саидовичу, Тайсумовой Кильсе Ахьядовне. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с градоначальником торжественно перерезали красную ленту. Затем гости осмотрели таунхаусы. Первый этаж зал кухня, второй этаж зал детский, 125 квадратов, алкоголь. Пилил квартир, что 67 квадратов, каждый شيء شو مو تاجنا إنه دوشنا لقى خصبنا شيء سبعة детский. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Новое жилье получили нуждающиеся семьи, в том числе участников СВО. بيش مرحبا تحت حسن دولدك دال مصيرة حستيل سير رمزان أخماتويش الله ديل ريس خيلحون أيمان نسيونا دال غازة قبل دول أحمد حاجة وفندن دال ساق دول اسمهم برك الآل وردر والعلمي باتشاهم وأمانون الله دال سادو اشمعال دينك صحستندوك. Жилой комплекс построен с учетом современных требований к качеству и комфорту. Каждый таунхаус оснащен необходимым инженерными коммуникациями и полностью готов к проживанию. Одновременно с возведением жилья территория получила полноценную инфраструктуру для комфортной жизни и отдыха жителей. В ближайшей перспективе здесь планируют построить религиозно-образовательный комплекс с мечетью на 1000 человек и медресе на 100 учащихся. Реализация проекта стала очередным этапом системной работы, направленной на обеспечение достойных жилищных условий для семей, нуждающихся в поддержке. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона провел ряд важных инспекций по стройплощадкам Грозного. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев и градоначальник Хасмагомед Кадыров. Они осмотрели будущую транспортную развязку улиц Вахи Алиева и Нурсултана Назарбаева, а также побывали на месте возведения второй линии нового района имени Владимира Путина. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Будущая транспортная развязка значительно разгрузит центр города и обеспечит повышенную безопасность. О ходе выполняемых работ главе региона доложил первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев. до 29 до 30 года он дал айел поручение харюк шариал гадошу. Он общий дом, протяженность километр ю, что сложный конструкция шла, трехъярусный дом захватываешь. Бохтал шаид, коммуникация, что он первый очередь третий шаид. Это Мосума дол что сразу дешевле, когда смотришь дал три, там больше. Бохча, техника, мосума. Осмотрел глава региона и строительство второй линии нового района. Возведение каркасов зданий завершено, рабочие уже приступили к кирпичной кладке. Здесь же расположится современный пешеходный бульвар имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По обоим его сторонам строятся две больших мечети, общей вместимостью 10 000 человек. Второй линия исполнен был обычно.
улица церковь, Бога Бьюшина, Межик, Бога Бьюшу, her işe most az oluşturma tutuyor, meclise denildi. Her diğer meclidu, her destinitsu, işte meclidu, çok da halk oluşu, most oluşu, etc. Da mecligi fasad, mramorный полный заказательно, до конца этого месяца окончили, что ремонт ayolları. Hoka bulvara еще материал шайк заказательно, первую погодче умаеллана, дрошатка шайк материал вайбилу. Качество выполняемых работ должно строго соблюдаться и быть на высоком уровне, подчеркнул глава региона. Ислам Миршов, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В правительстве региона обсудили подготовку к участию Чеченской Республики в Кавказском инвестиционном форуме. Совещание провел премьер-министр Магомед Даудов. Мероприятие состоится с 28 по 30 апреля в городе Минеральные воды. Вопросы подготовки находятся на постоянном контроле главы региона Рамзана Хаджи Кадырова, отметил Даудов. Проведение Кавказского инвестиционного форума является важным событием для презентации инвестиционного потенциала субъектов Северокавказского федерального округа. В работе форума в 2025 году приняли участие более 4000 человек. Заключено 86 соглашений на общую сумму более 200 миллиардов рублей. В том числе представители делегации Чеченской Республики заключили 17 соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей. По поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, делегация Чеченской Республики примет участие в форуме и в 2026 году. Сегодня обсудим вопросы подготовки участия делегации Чеченской Республики в Кавказском инвестиционном форуме. В рамках форума Чеченская Республика представит обширную экспозицию и насыщенную деловую программу. Выставочный стенд региона площадью 80 квадратных метров будет оформлен в единой концепции, отражающей национальный колорит и современный потенциал республики. Также будет представлена визуальная информация и презентационные материалы по ключевым инвестиционным и инфраструктурным проектам региона. В ходе проводимого осмотра региональных стендов на Киев запланировано обращение к председателю правительства России Мишустину Михаилу Владимировичу с предложением о рассмотрении возможности выделения бюджетных ассигнований на реализацию инфраструктурного проекта строительства железнодорожной ветки от станции Заводская до станции Цементная. Премьер-министр Магомед Даудов провел заседание правительства Чеченской Республики. В ходе встречи рассмотрели и приняли более 20 проектов постановлений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона. В частности, принятые документы касались поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной деятельности сельского хозяйства, а также социальной сферы республики. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную масштабную благотворительную акцию. Финансовую помощь получили малоимущие и остро нуждающиеся семьи. Всего роздано 97 миллионов 620 тысяч рублей. Сюжет Хавы Ахмадовой. Финансовая помощь направляется остронуждающимся и малоимущим семьям. Особое внимание уделяется семьям участников СВО, а также гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Акция охватила всю республику, включая отдаленные территории. Жители выразили благодарность в адрес главы республики Рамзана Хаджи Кадырова и президента фонда Аймани Несиевны за постоянное внимание и поддержку. Поддержку получили и жители Шатоевского, Курчалоевского, Ачхой-Мартановского и Веденского муниципалитетов. Всего в рамках акции роздано 97 миллионов 620 тысяч рублей. Под руководством Аймани Несиевны региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на протяжении многих лет проводит благотворительные и гуманитарные акции. Деятельность фонда охватывает не только Чеченскую Республику, но и регионы за ее пределами. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя. Продолжается масштабная гуманитарная акция регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в секторе Газа. Волонтеры ежедневно готовят горячие блюда и раздают продуктовые наборы жителям палаточных лагерей. Работы координирует помощник главы региона, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Жители Газа выражают благодарность в адрес лидера субъекта и президента фонда Аймани Несиевны за оказание всесторонней помощи.
Сегодня 24-й день месяца Рамадан. Хвала Аллаху, который дарует нам это благо. По милости Всевышнего мы занимаемся приготовлением щедрых порций еды, чтобы раздать их жителям палаточных лагерей. Это благое дело стало возможным благодаря щедрой поддержке героического чеченского народа. Эта акция наполняет сердца постящихся и нуждающихся жителей северной части Газы теплом и радостью. В центральной мечети Аргуна имени Аймани Кадыровой прошел конкурс «Лучший чтец Корана», приуроченный к священному месяцу Рамадан. В состязании приняли участие жители разных возрастов. Выступление конкурсантов оценивало авторитетное жюри из числа известных богословов. По итогам конкурса были определены победители и призеры. Им вручили денежные призы от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Без внимания не остались и остальные участники. Им также вручили денежные поощрения за старание и участие. В мечети имени пророка Ибрагима, мир ему, пятничная проповедь прозвучала на русском языке. Такой формат помогает верующим разных национальностей лучше понимать смысл духовных наставлений. Хутбу прочитал заместитель муфтия Чеченской Республики, имам мечети Арслан Али Шахбулатов. Сюжет Хавы Ахмадовой. В мечети имени пророка Ибрагима, мир ему, верующие собрались на пятничную молитву. В этот раз проповедь здесь звучит на русском языке, чтобы мусульмане разных национальностей смогли лучше понять ее содержание. Дорогие братья, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Az-Zukhruf сказал следующее: «Аль-ахилляу яумаизин ба'духум ли ба'дин адувун илля аль-муттакин». Закадочные друзья, то есть близкие друзья, в судный день они будут друг другу врагами, за исключением тех, которые были богобоязненны. То есть имеется в виду, дорогие братья, человек, который был, дружба которых была основана на вере, на богобоязненности, то в судный день они будут заступничество друг другу. Проповедь читает заместитель муфтия Чеченской Республики, имам мечети Арслан Али Шахбулатов. В своей речи он затрагивает тему дружбы ради Аллаха и напоминает о 7 категориях людей, которые в судный день будут находиться под тенью Всевышнего. غوشي دون جرجل وديل دو خلر غوشي ديكو من تعديل قيرر انت غوشي وينشي خلره اق اشتمل دونا اشت ناقصت وش وصل وجر الحق اشتمل وصل بالحق عدر تغن ويحيغم اشتمر. Хутба в таком формате проходит по инициативе советника главы региона муфтия Чеченской Республики Салаха Хаджи Межиева. Подобные проповеди планируют проводить регулярно, чтобы как можно больше людей могли получать духовные наставления. Как в прошлый раз было на чеченском, не на русском языке пробовать. От этого мы как бы не понимали чеченский язык, того, что мы недавно приехали. А вот сегодняшнее уже на русском языке вели пробовать, и много чего мы уже как бы в пользу себе взяли. Сегодня в Грозном живут и учатся представители разных национальностей. Многие приезжают для изучения религиозных наук. Среди них Дарья. Она живет в республике уже 4 года, изучает исламские дисциплины и преподает их. Проживаю я на территории Чеченской Республики уже полноценно 4 года. Я уже здесь успела получить хорошее, качественное религиозное образование. Сколько я нахожусь уже в религии ислам, то есть полноценно 5 лет, и 4 из которых я на территории Чечни уже получаю хорошее, качественное религиозное образование. По словам Дарьи, проповедь на русском языке делает религиозные знания более доступными и помогает верующим лучше ориентироваться в духовных и жизненных вопросах. Очень важно, чтобы вот это наставление для людей, которые пришли на пятничную хутбу, чтобы то, что к нему дойдет, тот призыв, то наставление, чтобы это его сподвигло, может тауба сделать, может покаяние сделать, может это поможет ему решить очень какой-то важный вопрос его в жизни.
А когда человек приходит в мечеть, и он не понимает, о чем там говорят, и человек, который приходит на намаз, и он хочет послушать проповедь, и он не понимает ее, то есть он не сделает каких-то выводов из этой проповеди. Понятный язык и доступное объяснение помогают людям лучше воспринимать духовные наставления. Такой формат делает религиозные темы ближе и понятнее для широкой аудитории. Хава Ахмадова, Адам Арсунукаев, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя. Проект Women in Islam организовал благотворительный праздник для детей с особенностями здоровья. Для воспитанников Республиканского детского реабилитационного центра и Центра лечения и реабилитации детей подготовили насыщенную программу с играми, активностями и шоу, а завершился вечер праздничным ифтаром и вручением подарков. Хава Ахмадова расскажет подробно. Уже с порога ребята попали на территорию беззаботного детства. Здесь они не пациенты, а наконец-то просто дети. Вместо врачей в белых халатах сказочные персонажи. А главное лекарство вечера – положительные эмоции. Похлопали громко-громко. После шоу аниматоров и мини-конкурсов началось время активностей. Каждый из ребят нашел себе занятие по душе. Пока одни штурмовали игровые лабиринты и скалодромы, другие осваивали батутные арены. Очень красиво. Спасибо. Очень весело здесь. Нам понравилось это сухой бассейн. Батут мне понравился. Дельфины мы сейчас пойдем смотреть. И еще ужин будет вкусный. Я здесь не бывала. Мне очень нравится здесь. Спасибо всем. Я здесь первый раз. Мне здесь очень нравилось. Спасибо за праздник. Посмотрите, какой красивый рисунок мне сделали. Мне все так здесь понравилось, было все красиво, круто. Я очень довольна была. Благотворительную акцию для детей с особенностями здоровья организовал проект Women in Islam. Участниками мероприятия стал 81 воспитанник Республиканского детского реабилитационного центра и Центра лечения и реабилитации детей. На празднике ребят сопровождали родители и сотрудники медучреждений. По сложившейся доброй традиции наши дети с детских реабилитационных центров каждый год на Рамадан собираются в Грозненском дельфинарии. Для нас это большая поддержка, как для врачей, в положительной динамике наших пациентов, маленьких особенных детей, потому что для них это бывают колоссальные эмоции, радость, позитив, веселье. Детей не оторвать от игровых комнат, и шоу дельфинов для них это большое такое событие в их жизни. Собрались маленькие детки с разных районов, приехали издалека. Большое спасибо организаторам за это мероприятие. Ифтар гости встретили за праздничными столами. Меню подобрали с учетом детских предпочтений – пицца, соки, любимый фастфуд и традиционный хингалш. Кульминацией вечера стало шоу дельфинов, которое сменилось представлением мыльных пузырей, вызвав новую бурю эмоций у детей. А чтобы этот праздник наверняка остался в их памяти, при прощании каждый из ребят получил подарок. Хава Ахмадова, Мансур Исмаилов. Неделя. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.